Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 28 июля. Это вторник. Мы с вами смотрим на колоде пассиан, цыганский пассиан. Все знаки зодиака от Овнов до Рыбок в одном видео. На этот день у нас с вами влияют аркан Жрец и аркан Иерофант. То есть, Жрец, Иерофант и Отшельник. Да, назвала одну карту два раза. То есть это, знаете, такой вот день, когда нужно быть терпимыми, проявлять мудрость, включать голову, не торопиться, не спешить, все взвешивать, советоваться, возможно, с кем-то. Понимаете? Вот такой вот день будет у нас с вами во вторник. А у нас это день Марса, вторник. Поэтому как раз во вторник нам всегда хочется, знаете, как действовать быстро. Но тут карты предупреждают. Ну, сейчас мы посмотрим, что нам еще покажут сами события в этот день. Интересно. Так, первые Овны. Вторник, 28 июля. Овны. Как для них пройдет вторник? Так, сейчас. Угу. Печаль. Сейчас, секунду, я закрою окно. Это мне мешает шум. Так, здесь нет. Интересно. Цветочек есть. Вот два варианта. Тут есть и мешок, и книга. Книга — это казенный дом посещения госучреждения. Так, здесь нет. Смотрим, корону нельзя. Нет. Здесь тоже не вижу. Я нашла три события. Получается, первое — разочарование, печаль в этот день. Может быть, что-то вас может расстроить. Но рядом событий нет. Может быть, это вообще даже вас и касаться не будет. В целом, там что-то где-то услышите, узнаете. Исполнится желание, классное событие. И, возможно, в этот день какие-то расходы будут по мешочку. Некоторые зрители говорят, что у них мешочек проигрывается как доходы. Поэтому, ну вот, может быть, вам повезет, а у вас как доходы проиграются. Но в целом, конечно, больше как минус. Если у нас там сундук показывает плюсик, то мешок больше минус показывает. В общем, вот такие события для вас на вторник. Благодарю за внимание, Овны. Переходим к Тельцам. Так, 28 июля, Тельцы, события дня. Проверяйте вместе со мной, Тельцы. Так, сейчас, что у меня тут я сильно низко. Ага, есть яблоко первое. Есть флаг. Угу, цветок. Месяц. Нет, здесь не вижу. Значит, у нас с вами выходит 4 события. Во вторник первое — это слезы, но слезы могут быть и радостью. Например, это исполнение желания. Дальше победа, тем более еще и победа, видите, есть. Победа, успех в делах, исполнение желания, слезы и события, которые имеют цикличность, еще будет у вас во вторник. То есть, которая повторяется там каждый месяц, например, 28 числа.
Поэтому, ну, как бы вроде как плохих событий нет. Слезы, но я что-то думаю, что это больше будут слезы радости. Потому что если бы это было что-то плохое, тут бы вокруг выпала какая-нибудь гадость. Так что раз ничего не выпало, будем надеяться, что это слезы радости. Благодарю за внимание. Переходим к близнецам. Так, смотрим. 28 июля, вторник. События дня. Угу, солнышко выпало, супер. Цветок, слушайте, прям третий знак подряд радует. Он вообще так редко выпадает, а сегодня прям идет знак за знаком. Так, чашка. Кровать еще выпала. Давайте теперь пробежимся, посмотрим здесь. Есть мечи. Это у нас негативное событие. Нет, 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 нет. И здесь нет. Получается 5 событий. Первое выпало солнце, радость в этот день. Вы испытаете радость. Дальше гости. Пойдете в гости, либо позовете гостей. Исполнится какое-то ваше желание, возможно, из-за желания радость. Кровать вечером показывает интимные отношения, либо, может быть, допустим, там мысли об этом, разговоры, может быть, там кровать иногда просто показывает, что мы там добрались до кровати, упали и просто довольны лежим. И смотрите, еще вот есть негативное событие мечи. Это острый конфликт, разборка, выяснение отношений. Так что вот такое тоже может быть. А помним, да, сегодня выпал у нас отшельник. Отшельник — это мудрость, да, когда мы молчим и держим язык за зубами. Вот если держать язык за зубами, то, возможно, даже вот этого конфликта и не произойдет. Так что для вас такая подсказочка, близнецы. Переходим к ракам. Так, раки. 28 июля. События дня — раки. Угу. Бокал. Цыпленок. Сундук. Рыба. О, этот был успех. Первый. Видите, успех. Ну, раз я увидела, значит, оставляю его. Рыбу не буду соединять. Увидела же я его все-таки, пусть хоть и позже. Так. Угу. Домик еще вижу. Так, ну здесь не вижу совпадений. Получается, в этот день у вас во вторник бокал, какое-то мероприятие, может быть, застолье, цыплята, семейная жизнь, время, проведенное с детками, может быть, какое-то событие у ребенка. Финансовые поступления в этот день, успех в делах и события в доме, в семье, домашние там дела какие-то, покупки, там стирки, готовки, все такое. Быт.
Так что у вас, видите, дома показывают семейная жизнь, тут доход плюс, успех, то есть все как бы, все у вас хорошо выпадает. Благодарю за внимание. Раки, переходим к львам. Львы, 28 июля, события дня. Двадцать 28 июля, львы. Домик первое. Угу. Подкова. Дерево. Бабочка. Угу. Чашка чая. Подарок нельзя. И мешочек нельзя. Так, смотрим, смотрим. Есть еще лебедь. И здесь не вижу. Получается сколько? 6 событий у вас, львы. Первое, гармоничные отношения в паре в этот день. Какое-то событие, кстати, может быть связанное с парой, парное. Деловой разговор, удача, фарт, везение, приглашение. Может быть, вы кого-то приглашаете на событие. И гости, видите, выпадают гости, приглашение, события. Не знаю, то ли вы, да, вот, например, у львов день рождения 27 июля. Может быть, вас приглашают на какое-то событие, как вариант, в этот день. В общем, какие-то гости, мероприятия, смотрю, тут у вас намечается, левушки. Такая вот информация для вас. То есть у вас день очень хороший. У тех, кто родился 28 июля, у вас весь год будет идти под влиянием вот этих двух таких серьезных арканов. Это отшельник и это жрец. Поэтому тут вот год такой, знаете, спокойный. Год, скорее всего, который даст вам какой-то новый опыт, новые знания, сделает вас мудрее в этой жизни. Вот так. Принесет такие события, которые дадут вам мудрость. Благодарю за внимание. Переходим к девам. Так, девы. Сейчас, секунду. Так, смотрим, девы. 28 июля, вторник, события дня. Угу. Первая молния. Змея. Корабль. Корона. Колокольчик. Часы. Книга. Подкова. Колодец нельзя. И здесь я не вижу. Значит, смотрите, у вас событий очень много выпало.
На вторник у вас выпадает какая-то информация, новость вы можете получить, которая может вас там удивить, шокировать. Ожидание будет, общение со змеей, это с человеком, у которого длинный язык, и тут же корона рядом. Это кто-то сильный, влиятельный, такой вот серьезный. И может быть, видите, будет вести себя как змея. Дальше какая-то проблема со временем в этот день может быть. Можете там опаздывать, спешить, ждать, время может там переноситься там и так далее. Казенный дом. Видите, он тут на куче выпадает. Казенный дом, этот человек в казенном доме влиятельный. Время, возможно, встреча на определенное время. И, например, там вы можете не успеть. И змея. Но что является плюсиком? Плюсиком является то, что выпадает удача и разговор. Поэтому удача-то есть, поэтому будем надеяться, что все здесь в казенном доме, в этом госучреждении сложится для вас наилучшим образом с вот этим человеком в короне. Еще, кстати, будильник может показывать, что как будто бы, знаете, вот как будто бы время пришло к какому-то событию, там, допустим, случится. Ожидание. Вот вы долго ждали, и час настал, что называется. Ну, тут очень важно, имея у нас тут жреца и отшельника, в этот день, знаете, вот именно набраться терпения. То есть очень важно будет терпение. Благодарю за внимание, девы. Я перехожу к весам. Так, смотрим. Весы. 22 июля. События дня, весы. Угу. Первый корабль. Будильник. Ожидание и время. Ну, в принципе, по отшельнику и неудивительно. Так, тут смотрите, у нас с вами есть еще дорога и гости. Может быть, дорога в гости на определенное время. И вы целый день ждете эту встречу, эту поездку. Ножницы и удача. Подкова. Так, а теперь давайте пробежимся, посмотрим еще здесь. Да, есть у нас еще с вами победа. Так, и здесь, значит, смотрите, что в этот день. Победа, успех в делах, ожидания. Будильник показывает. Ну, со временем могут быть сложности в этот день. И, в принципе, это нормально, потому что, когда отшельник выпадает, так всегда. Вот у нас отшельник, звезда, что у нас там еще и повешен. Это вот 3 карты, которые говорят, ну, со временем будет беда в этот день. Дальше поездка, гости, удача и решение вопросов. То есть, несмотря на ожидания, все равно решение вопросов и победа у вас будет. Так что для вас вторник очень благоприятный день для поездок и дел. Удача будет вам сопутствовать. Благодарю за внимание и переходим дальше к скорпионам. Так, скорпионы. 28 июля, вторник. События дня. Бокал. О, цветочек.
месяц нельзя. Угу. Свиток. Книга. 2 кольца. Ну, есть еще, да, есть еще 2 меча, вижу. Значит, смотрите, что выпадает вам. Все события хорошие были, на тебе эти 2 меча в конце. Бокал выпадает на вторник. Это может быть какое-то там мероприятие, посиделки, день рождения, все такое. Исполнение желания во вторник может быть у вас. Казенный дом, посещение госучреждения. Встреча деловая важная, возможно, в этом учреждении встреча. Тайное свидание, встреча. Возможно, в тайне вы туда пойдете или в тайне там с кем-то будете видеться. И конфликт еще может быть. Мечи — это выяснение отношений, жесткий разговор, конфликт с кем-то. Иногда показывает, что, допустим, вот выпадает это событие, но ругаемся не мы с кем-то, а на наших глазах еще это может быть. Вот как вариант. В принципе, все остальные события хорошие выпали. Может быть, как вариант, кто-то будет ругаться, вы будете это видеть в этот день. Или будете какой-то фильм смотреть, например, там какой-нибудь боевик. Вот тоже могут мечи показывать. Так что вот такая вот информация для вас. Ну, из плюсиков это, конечно, цветочек. Цветочек, застолье, бокал. Ну и будем надеяться, что в госучреждении все пройдет хорошо. Без конфликтов. Благодарю за внимание, скорпионы. Переходим к стрельцам. Так, стрельцы. 28 июля. Так, поехали. Стрельцы. Яблоко. Дорога и расческа рядом. Смотрите, дорога, неприятность, слезы. То есть, возможно, какая-то будет не очень приятная дорога. И тут же выпадает цветочек. Хорошее событие. Также есть свиток. Угу. Может быть ссора в этой дороге, слушайте. Рядом ссора. То есть что, какая неприятность? С кем-то там подцапаетесь. Ага, нет, тут ссора и обман, маска. Ссора из-за обмана. Так, ну и давайте смотреть, что еще здесь по периметру. Есть еще и книга. Казенный дом, встреча. Рыба, представляете, и рыба выпала, и маска. Вам надо быть осторожными. На встрече, на которой вы будете, кто-то будет в маске и рыба. Да, вот все там крутить, мутить что-то. Поэтому будьте внимательны. Надо, видите, надо включать мудрость по отшельнику Иерофант. Не знаю, может быть, даже кого-то подключать, какого-то специалиста. Так, значит, что повыпадало? На вторник вам выпали неприятность, слезы, обман, скользкое дело. Ну, то есть, как бы тут все понятно. И ссора еще из минуса. Из плюса дорога, исполнение желания, деловая встреча, посещение госучреждения. Поэтому тут, конечно, можно прочитать вообще одним событием, что у вас там какая-то в госучреждении важная встреча. На этой встрече происходит неприятность, слезы, какая вас обманывает кто-то, да, то есть ведет себя как жулик по рыбе, как хитрая лиса, понимаете. То есть это вообще можно все вот одним событием прочитать.
Так что такое предупреждение. Стрельцы, будьте аккуратны во вторник. Благодарю за внимание. Переходим к козерожкам. Так, козероги. 28 июля. События дня, козерожки. Якорь первое. Розу уже нельзя, так как мы с вами якорь сложили. Цветочек. У нас сегодня прям цветочек радует. Ну, у половины знаков точно выпал. Хотя никогда вот не замечала, чтобы вот это сочетание карт, отшельник и иерофант, давали исполнение желаний. Ну, вот интересно, как оно так совпало. Так, молния, якорь. Болезнь. Сундук. Кстати, новости могут быть связаны с деньгами. Угу. Госучреждение. Так, что у нас тут? Яблока нет. Здесь нет. Нет, здесь вроде бы тоже нет. Значит, смотрим 6 событий у вас. Первое, якорь. Якорь показывает всегда остановку. Возможно, где-то вы там вот на несколько часов как бы зависнете где-то в каком-то месте. И еще якорь может показывать точку. Когда мы что-то заканчиваем, доделываем, ставим точку жирную. Может быть, как вариант вот в госучреждении. Поставите жирную точку. Дальше исполнится желание. Придут какие-то невероятные новости, как гром среди ясного неба. Тема здоровья может отыграться. Кстати, казенный дом — это может быть больница. Да, может быть, вы в этот день как бы будете заниматься здоровьем. И, значит, из плюсов финансовые поступления, исполнение желания. Из минусов здоровье, медучреждение, возможно, как вариант. Ну, из минусов это якорь. Хотя якорь иногда это и плюс. Если, допустим, надо что-то закончить, доделать, то это может быть и плюсом. В общем, оно, ну, понятно, в зависимости от того, какие планы на этот день, да, что могут события показывать. Ну и, в принципе, когда уже проходят события, понятно, что нам пытались показать карты. Так что такая информация для вас, козерожки, на вторник. Ну и самого приятного — это, конечно, исполнение желаний. Благодарю за внимание. Переходим к водолеям. Так, водолеи. 28 июля. События дня, водолеи. Угу, подарочек вижу, первое событие. Чашку чая вижу. Проверяйте вместе со мной. Может быть, вы еще что-то найдете, то, что не вижу я. Колокольчик есть. Бокал.
Так, и тут не вижу. Значит, получается 4 события у вас во вторник. Это подарочек можете получить, пустые разговоры, болтовня с кем-то, гости. Кстати, гости, подарок, застолье. Возможно, какое-то мероприятие будет с гостями, подарками. Ну и пустая болтовня, это что же туда же. Собираемся вместе и что-то там обсуждаем, разговариваем, делимся новостями там и все такое. То есть у вас, как бы видите, все события указывают на какое-то мероприятие во вторник, может быть. Благодарю за внимание, Водолей. Переходим к рыбкам. У нас остались только рыбки. — 28 июля. События дня рыбы. 28 июля. Угу. Первое у вас выпадает свиток. Первое событие. Подарок тоже вот сразу. О, сундучок. Добро пожаловать. Всегда рады. Да? Угу, ключик тоже хорошо. Так. Свеча. Луна. Бокалы нельзя, машину нельзя. Смотрим. Нет, нет. Значит, венок нельзя. Нет, я здесь не вижу больше совпадений. Значит, рыбки, смотрим. У вас вторник — это деловая встреча, подарок, финансовые поступления, ключ, важный день, возможно, какие-то новые предложения, новые возможности, надежда и события, которые имеют цикличность. Повторяется каждый месяц, каждую неделю, каждый, там, не знаю, полгода. Ну, чаще всего это раз в месяц. Там, допустим, каждый месяц 28 числа вы что-то там делаете, получаете, платите. Вот как раз месяц говорит о том, что это может произойти в этот день. Такие события для вас. У вас все события хорошие. Подарочки, поступления, ключик открывает для вас все двери. В общем, у вас такой классный день. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.